Ахмадуллин – ученик 4-й школы-интерната для детей с инвалидностью. У мальчика задержка психоречевого развития. На уроках сопровождает мама. Сейчас она делится: после ремонта и обновления оборудования ребенок меньше устает и лучше усваивает программу. Анатомические стулья появились у нас. Даже был такой момент, что некоторые парты нам не подошли, и нам их даже заменили. Именно функционально, чтобы детям, первоклассникам было удобнее. Сегодня в этой школе обучаются почти 200 детей. В кабинетах интерактивные доски и программное обеспечение. На ремонт ушло более 4 миллионов рублей по национальному проекту образования. Учиться стало комфортнее, интереснее, а свои результаты чувствуют и сами ученики. Хорошая уже сообразительность. То есть мы идем по десяткам, это считаем по математике. Мы сейчас откроем задание и на слоговые структуры будем делать задания. Для тех, у кого страдает речь, интерактивный стол. Вместо традиционных карточек у логопеда живые картинки, анимации, звуковое сопровождение. Развивает мышление и память. А в этом кабинете интеллектуальные навыки ученики тренируют, собирая сложную робототехнику. За роботы ведь будущее. Врачом я вообще-то хочу стать. Роботы тоже нужны, чтобы помогать в операции. Вся сенсорная комната работает от планшета, и это очень-очень удобно. А после занятий не только можно, но и важно восстановить силы. Специальный свет и музыка снимают напряжение. Есть и бассейн с массажными шариками. Это специальная интерактивная песочница. С помощью кинестетического песка можно создавать абсолютно любой рельеф. Но разбивая шарики, здесь и развивают моторику, одновременно снимая стресс. Главное здесь не только развивать сложных детей, но и поставить их на ноги. Многие могут передвигаться только с поддержкой. Каждый день после занятий лечебной физкультуры на новых тренажерах. Дети приходят с множественными нарушениями. И, конечно же, когда у нас получаются какие-то результаты, даже незначительные, мы всегда говорим, что любой результат – это результат. До 2024 года по национальному проекту будет оборудовано еще 22 школы-интерната по всей республике. Юлия Муратова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.